Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала «Умный город». С вами Елена Аргунова. Местная партия «Гражданская платформа» официально выдвинула Эрнста Березкина в кандидаты на предстоящие выборы главы республики. Подробнее о встрече смотрите далее. 14 июня якутская гражданская платформа на партийном собрании официально выдвинула Эрнста Березкина своим кандидатом на предстоящие выборы на пост главы республики. Эрнст Борисович – это самый тот кандидат, который знает все. Он знает, что такое сельская работа, он знает, что такое газовая промышленность, он знает, что такое алмазная промышленность. Он знает, что такое финансово-экономическая составляющая, поэтому мы его поддержали и выдвинули кандидата. Эрнст Борисович заявляет, что настроен только на победу, однако считает, что никто из кандидатов не наберет в первом туре 50% голосов избирателей, а это по обновленному законодательству Якутии означает обязательное проведение второго тура. Однако в данное время кандидат больше озабочен так называемым муниципальным фильтром. По примерным подсчетам, ему следует набрать 272 подписи депутатов муниципальных районов и округов. Будем делать упор на работу со средствами массовой информации. Буду максимально ездить. Темп избирательной кампании я выдержу. Постараюсь встретиться с максимальным количеством людей в республике. Достаточно одного дня, чтобы донести свою мысль для людей. Просто мысли должны быть четко сформулированы. В этом случае хватит общения даже одного дня, чтобы убедить людей поддержать меня. По словам кандидата, в своей программе он сделает ставку на эффективное использование имеющихся ресурсов республики, в первую очередь человеческих. При мне ни один чиновник с администрации, президента, правительства, кто бы то ни был, ни в одно заведение не сделает ни одного звонка с требованием проголосовать за того или иного кандидата или ту или иную партию. Даю слово. Не будет карьеристов, не будет лизоблюдов, не будет трусов. Члены партии «Гражданская платформа» активно высказывали свое мнение о кандидатуре Эрнста Березкина. Эрнст Борисович, надежду вселяете очень-очень большую. Очень жаль, что нынешняя власть, скажем, но она выполнила свою функцию. Выполнила. И вот я просто призываю всех, и сидящих, и всех, я думаю, нам надо просто все взвесить, подумать, и на самом деле должны приходить профессионалы. Спасибо. Я за вас. Как кандидат из партии и как нашему главному, нашему руководителю партии. Я здоровья Набарам, а всем тем-то единомышленникам, членам партии, вам этим летом терпения большого, силы духа и сплоченности. Если мы будем собранными, результат, я думаю, не оставит нас долго ждать. Гражданская платформа проявила, так скажем, более консолидированное решение. Они сразу откликнулись на мою просьбу и сказали: мы идеологические взгляды наши совпадают, мы готовы безоговорочно вас поддержать. То есть без какой-то альтернативности. Конечно, меня устраивает и радует вот такое отношение, что есть единомышленники. И то, что мы сегодня провели и на конференции «Гражданская платформа» поддержала для меня, это для меня является таким хорошим стартом. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Кинотеатр «Центральный» и интернет-журнал «Умный город» объявляют о старте первого республиканского конкурса любительских фильмов «Шорты». Работы принимаются до 1 июля 2014 года. Подробно о конкурсе вы можете узнать на сайте кинотеатра киноцентр.су и на сайте журнала iGorod.pro. Главный приз – профессиональная фотокамера Nikon. Работы всех победителей конкурса примут участие во втором Якутском международном кинофестивале. Генеральные партнеры – кинокомпания «Алмаз-фильм» и ювелирная фирма «Керги». Генеральный информационный партнер – газета «Якутск вечерний».
На этом мы прощаемся с вами. Вы смотрели телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». Читайте нас на iGorod.pro.